Рамазан Рахимзода обсудил безопасность с иранским генералом Душанбе. В Иране повесили уроженца Узбекистана. В разных районах Таджикистана сошли силы. Гражданин Казахстана в России оштрафован за дискредитацию российской армии. Министр внутренних дел Таджикистана встретился 20 июня в Душанбе с заместителем министра внутренних дел по вопросам безопасности и дисциплины Исламской Республики Иран генерал-майором Саидом Маджидом Мирахмади. Об этом сообщает пресс-служба МВД Таджикистана. Там отметили, что генерал-полковник милиции Рамазан Рахимзода и иранский генерал обсудили ранее подписанные соглашения между министерствами двух стран. Между тем, как сообщает ИРНА, заместитель министра безопасности и дисциплины Ирана прибыл в Душанбе для участия в первом заседании совместной ирано-таджикской рабочей группы. Саид Маджид Мирахмади заявил, что Иран считает безопасность Таджикистана своей безопасностью и готов оказать любую помощь на этом пути, отмечает издание. Касаясь общих культурных и языковых общностей Ирана и Таджикистана, Мирахмади отметил, что путешествие и образование граждан двух стран является важным фактором для торгово-культурных и экономических связей страны. В этой связи Саид Маджид Мирахмади предложил создать условия для обмена визового режима между Таджикистаном и Ираном. В городе Мешхед на северо-востоке Ирана повесили уроженца Узбекистана 21-летнего Абдулатифа Муради, признанного виновным в убийстве двоих шиитских священнослужителей. Об этом сообщает агентство Тасним со ссылкой на департамент юстиции провинции Хорасан-Резави. Обвиняемого казнили утром 20 июня в тюрьме Вакилабад. Приговор ему огласили 7 июня. 5 апреля нынешнего года Муради напал с ножом на 3 священнослужителей в шиитской мечети имама Резы в Мешхеде, одной из самых почитаемых святынь для шиитов разных стран. Преступник нанес своим жертвам десятки ранений. От полученных ран на месте умер клирик Мухаммад Аслани. Вторая жертва – это священнослужитель по фамилии Дараи, умер в больнице после операции. Третий из-за полученных ранений стал недееспособным. Все 3 священнослужителя были друзьями, которые активно участвовали в общественной и культурной жизни Мешхеда, подчеркивает Тасним. За год до нападения на шиитских священнослужителей Муради нелегально въехал в Иран через Пакистан. Когда он покинул Узбекистан, неизвестно. Из-за сильных дождей в различных районах Таджикистана 20 июня сошли силы. Сообщение о человеческих жертв не поступало, отметили в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана. Особенно от стихии пострадал район Хурасон Хатлонской области, сообщили в комитете. По данным ведомства, силевые потоки сошли в 14:30 в Джамуате Галаабод. 3 дома жителей полностью разрушены, пострадали более 30 приусадебных участков, повреждены заборы, линии электропередачи, дороги между селями, водопроводы и водяные насосы, отметили в КЧС. Для ликвидации последствий стихии в район направлены специалисты и спецтехника. Также на месте работает аварийно-спасательная комиссия Урасонского района. Также силен сошел накануне и в районе Девашти Сагдийской области. Пострадали приусадебные участки, сельскохозяйственные угодья в кишлаках Басманва, Мед и Дархон, дороги местного значения, 150 метров каналов затопленного грязевой массой, передает КЧС. Также там работают специалисты и техника для ликвидации последствий стихии. Силевые потоки 20 июня также нанесли урон району Рудаки. Из-за проливных дождей в селах Ишкабод, Джамуата и Санбой силевые потоки затопили с 16 километров до 54 километров дороги к центру района. Также в результате паводка на 68-м километре был разрушен полностью мост, который соединял центр района Рудаки с этим Джамуатом. Дорога закрыта для движения, сообщает КЧС. В селах Ишкабод и Чаган затоплены, частично повреждены 4 дома, а в селах Пистамазор и Шурион селевой поток унес несколько голов скота. Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 70 тысяч рублей гражданина Казахстана Владимира Чувилова, вышедшего 19 июня на Красную площадь с плакатом «Веган против войны». Остановите это безумие. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо со ссылкой на его адвоката Лисян Манапову. Чувилова признали виновным по статьям о дискредитации российской армии и нарушении правил пикетирования. По первому протоколу мы назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, по второму
20 тысяч рублей. Еще одно обвинение по статье о нарушении миграционного законодательства, согласно которому Владимира Чувилова могли депортировать из России, суд, как уточнил адвокат, снял, приняв во внимание ее доводы. В докладе правозащитника говорится, что в России к концу мая в дискредитации российской армии обвинили более 2100 россиян. Им выписали штрафы на более чем 25 миллионов рублей. За распространение фейков о вооруженных силах Российской Федерации завели 52 уголовных дела. Роскомнадзор после начала войны в Украине, по данным правозащитников, заблокировал более 3000 сайтов, включая соцсети и страницы публичных фигур, выступающих против войны. С давлением столкнулись 213 медиа, 180 из них заблокировал Роскомнадзор, 21 прекратило работу само, и еще 11 решили не писать о войне или использовать только информацию Минобороны России.